происходит процесс мягкого поглощения, втягивания, перемалывания, переваривания, нахичевания, которое формально продолжает называться азербайджанским, но Турции этого мало, и она хочет вот этот нахичевань, который уже считает своим, соединить непрерывной территориальной полосой с Азербайджаном через Армению для того, чтобы получить прямой выход на Каспий. Турции мало того, что того добро, которое Азербайджан будет добывать, транспортными логистическими артериями каким-то образом будет появляться на территории Турции. Им нужен прямой коридор, физически. А это, естественно, как видно от карты, не может не происходить за счет Армении. Азербайджан все больше и глубже становится прокси Турции, а Турция, хотя и неофициально, но зато очень глубоко инфильтрирована, мягко говоря, Великобританией. То есть, если Америка и правящая демократическая партия пока что относится к султану Эрдогану перпендикулярно и с желанием даже его убить 14 июля 2016 года, напоминаю, то Великобритания относится сильно различно к Турции и к руководству Турции, и она сильно различно относится и к руководству Азербайджана, и к руководству Казахстана, и к руководству многих других азиатских и ближневосточных стран. То есть они втягивают их элиты в свою орбиту и таким образом влияют и управляют на эти процессы. То, что Америка присутствует, безусловно, присутствует. Но то, что влияние Великобритании, это, во-первых, на 200 лет раньше, чем влияние Америки, там, и агентура не менялась и не прекращалась за все эти 200 с чем-то лет, то вот это надо учитывать, и люди всегда быстро тараторят и говорят: Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты. Обычно это правда, но это только кусочек и не самая главная часть правды. А та глубинная, сущностная часть правды, которая оперирует действительно и задает повестку и тренд главных этих событий, это обычно именно Великобритания. Турция, в скобках Великобритания, сделать все возможное, чтобы Азербайджан в ближайшее время, пока Армения, скажем так, подавлена, повержена, прижата в угол, вступили в военные действия на территории Армении, как бы это сейчас ни казалось неприлично, противозаконно. Кому какая разница, что уже законно в этом мире? Что это такое международное право, которое не стоит бумаги, на которой напечатаны, и чернила, которые там потрачены? Это давным-давно всем известно, что это формальность, которая ничего не означает, кроме как трепать на эту тему. Ничем. Но они, скорее всего, они могут это построить так, что типа Армения напала, и их надо проучить. Это тоже легко устраивается. Теми же самыми британцами, они мастера в этом деле. Того, кого нужно бить, они сделают так, как будто он сам напал, для того, чтобы другой его наказал, и в конце концов получилось то, что должно получиться. Они это делали веками. И, наверное, будут делать еще века. И тогда они могут отвоевать вот этот коридор, а это уже означает прямая война, подозреваю, Турции с Ираном. Потому что Иран на такое смотреть сквозь пальцы не сможет. А если Турция будет воевать с Ираном, это, во-первых, почти равновесные по боевой способности страны. И на самом деле таким образом осуществится заветная мечта разъединенных англосаксов решить вопрос с Ираном не за счет американского либо британских солдат или даже натовских солдат, а за счет мусульманских войск из той же самой Турции. Турция преимущественно сунниты, Иран, естественно, главная шиитская страна, и сунниты с шиитами ненавидят друг друга намного больше, чем любой мусульманин ненавидит либо презирает неверного. Ну, есть такие особенности.